Доброго вам здравия! Сегодня я продолжу тему о анкетах, как их заполнять правильно. Конкретно остановлюсь на теме социальных сетей, именно на теме семейного положения. Ну, я согласен, что эта тема, этот, эта надпись в анкете играет какую-то определенную роль. Вот. Люди, допустим, конкретно я в своей анкете, когда ее заполнял, я ее писал честно, без всяких, ну что есть, то есть, ну что сделаешь-то. Вот. То есть конкретно на период времени, когда я искал, знакомился с женщинами, то у меня в анкете было написано, что я женат, но женат порознь. И эта надпись, она была всегда камнем преткновения. То есть, я понимаю, что женщина, она, в общем-то, по своей натуре собственник. Ей хочется, чтобы, если что-то у нее было, это чтобы было ее лично, а не чье-либо. То есть делиться с кем-то она не желает и не хочет. Вот. Ведь вариант такой, что человек может отказаться в той или иной ситуации по каким-то определенным причинам-то. Иногда причины объективные, иногда субъективные, но все равно причины все равно какие-то есть. Но чтобы понять эти причины, необходимо, обязательно необходимо с человеком встретиться и поговорить. Вот, а там уже решить, как поступать в той или иной ситуации. Вот. Может быть, вы, пойдя, допустим, навстречу своему нежеланию встретиться с этим человеком, встретитесь с ним, вот, измените в корне свое положение, то есть вы найдете человека, который вас будет любить, вот, и который сделал для вас все. Вот, то есть штамп, это в паспорте, есть он или нету, это не показатель того, насколько человек хорошо или плохо относится к вам. Вот, поэтому, когда вы видите что-то такое, что вам может не понравиться, пересильте свое негативное отношение к этому и попробуйте с человеком поговорить. Там вы все выясните, и в будущем может у вас и какие-то наладятся нормальные и хорошие отношения. На этом пока я закончу свое повествование по данной теме-то. Вот, всего вам доброго, всех благ вам. В следующей теме мы рассмотрим вопрос о том, чтобы вторая половина никак не вешала на первую половину свои тяготы и лишения. У нас у них их всех предостаточно. До свидания.